Внимание! Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. План «Барбаросса» вторжение и захват СССР стал поворотным в истории Третьего рейха. За первые несколько месяцев наступления гитлеровцы захватили почти всю европейскую часть Советского Союза. Первые внезапные авиационные удары необъявленной войны пришлись по железнодорожным узлам, военно-морским базам, аэродромам. Главная задача нацистской Германии – властвовать в Азии и Европе. Война также нанесла идеологическую подоплеку. Гитлер и его ближайшие соратники фанатично ненавидели коммунистов. На сопротивление немецким фашистам были брошены все силы. На защиту своего отечества стал весь многонациональный народ Советского Союза. Только ценой огромных усилий удалось достичь перелома в войне, а впоследствии изгнать агрессора. Долгие 4 года люди стойко сражались на фронтах и трудились в тылу. Благодаря неимоверным усилиям советский народ выстоял блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, сражение на Курской дуге. В этой войне, длившейся 1418 дней и ночей, Советский Союз потерял около 27 миллионов человек. В годы войны в Абхазии было развернуто большое количество военных госпиталей, в которых проходили курс лечения десятки тысяч раненых бойцов. Более 55 тысяч жителей Абхазии ушли на фронт, более 17 тысяч не вернулись. Из них 22 жителя республики были удостоены высочайшего звания Герой Советского Союза. Воины Абхазии героически защищали свою родину в Брестской крепости, на Кавказе, на подступах к Москве, у стен Ленинграда и Сталинграда, под Севастополем, Новороссийском и Одессой, освобождали страны Европы. Среди героев Советского Союза Владимир Харазия, летчик-штурмовик Кезем Агарба, повторивший бессмертный подвиг Гастелло, защитник дома Павлова Алексей Цугба, первая летчица абхазка Мэри Авицба. Невозможно переоценить вклад в победу участников партизанского движения, подпольщиков, сражавшихся в тылу врага. Стратегически важной целью советской армии было не пустить врага на Кавказ. Бои проходили на перевалах Крестовый, Марух, Кохора, Санчара. Сегодня в районе перевала Санчара установлен мемориальный памятник в память о павших в бою за Родину. Великая Отечественная война вошла в историю человечества как самая кровопролитная. Советскому народу предстояло пройти через нечеловеческие испытания, выстоять и победить, избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам. Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны всему миру, что Сталинград станет символом стойкости людей, Ленинград – символом мужества, Брест – символом отваги, что наравне с мужчинами-воинами землю от фашистов героически станут защищать старики, женщины и дети. Вечная память погибшим, вечная слава выжившим. Сария Смыр, Абхазское телевидение.